Из книги Абдурахмана Авторханова «Народоубийство СССР. Убийство чечено-ингушского народа. Город Мюнхен. Свободный Кавказ. 1952 год». Глава 11. Генеральная операция 1937 года. В ночь с 31 июля на 1 августа 1937 года по ранее составленным НКВД спискам была проведена по всем аулам и районам так называемая генеральная операция по изъятию антисоветских элементов. Весь изъятый элемент был вывезен на грузовых машинах войск НКВД в столицу республики город Грозный. После того, как были заполнены две тюрьмы НКВД в Грозном, внутренняя тюрьма НКВД для махровых контрреволюционеров до 1000 человек и внешняя тюрьма НКВД до 4000 человек. Арестованные были размещены в центральном гараже Грознефти 5000 человек. В клубе имени Сталина у мельницы Баширова 3000 человек. В ДПЗ республиканской милиции до 300 человек. Причем районные ДПЗ милиции и НКВД постоянно пополнялись новыми кадрами арестованных в порядке ликвидации контрреволюционных остатков. Всего в июльскую ночь в ходе генеральной операции было арестовано по республике до 14 тысяч человек. За август и сентябрь месяцы, то есть около 3% общему населению республики. Все статьи о высоких правах граждан, столь уже торжественно декларированных во Всесоюзной и Чечено-Ингушской конституциях, конечно, были бесцеремонно нарушены как при аресте, так и при осуждении. На всех был подписан один прокурорский ордер на арест. На всех был один заочный суд. Чрезвычайная тройка Чечено-Ингушского НКВД в составе первого секретаря областного комитета Егорова, шефа НКВД Дементьева и спецпрокурора НКВД ЧССР Порубаева. Она осудила их по спискам одних к расстрелу, других в концлагерь. Число расстрелянных установить невозможно, но в каждую ночь под гул заведенных моторов автомашин в подвалах НКВД происходили массовые расстрелы по новому методу. Новый метод же заключался в установлении следующей процедуры расстрелов. Так как при одиночных расстрелах не было никакой возможности кончить в положенный срок исполнения смертных приговоров тройки, в подвал северной стороны здания Грозненской НКВД, сторона к Сунжи, была оборудована специальная зала расстрелов большими группами. Сами чекисты называли этот подвал этапной камерой и заводили туда приговоренных тройкой к расстрелу арестантов под предлогом отправки на этап в Сибирь. Этапная камера была железобетонная и герметически изолирована от внешнего мира. Внутрь камеры как с крыши, так и с боков были вделаны вращающиеся огневые точки, из которых огнем ручных автоматов потом производился массовый расстрел. Трупы расстрелянных увозили ночью в грузовиках, покрытых брезентом, под гору Горячеводская, где под видом заповедника находилось братское кладбище для расстрелянных. В связи с генеральной операцией сотни и тысячи чеченцев и ингушей ушли в партизаны, а старые партизанские группы перешли уже к активным действиям. В Галанчожском, Гудермесском, Курчелоевском районах партизанами были убиты шефы районных отделов НКВД. В сентябре между городами Грозный и Назрань партизаны пустили под откос военный железнодорожный состав. В конце сентября в газете «Правда» появилась громовая статья от специального корреспондента под жирным заголовком «Буржуазно-националистический клубок в Чечено-Ингушетии». Автор статьи, несомненно инспирированной ЦК ВКПБ, доказывал, что в Чечено-Ингушетии в партийном руководстве и во главе правительства сидят буржуазные националисты, которые ведут чечено-ингушский народ по антисоветскому пути. Авторы газеты «Правда» призывали неназванного по имени судью НКВД до конца распутать буржуазно-националистический клубок. В начале сентября 1937 года в сопровождении большого чекистского штаба в Чечено-Ингушетию прибыл кандидат в члены Политбюро, председатель партколлегии при КПК, при ЦК и заместитель Ежова Шкирятов. Шкирятов и его чекисты энергично взялись за распутывание буржуазно-националистического клубка. 7 октября был созван расширенный пленум Чечено-Ингушского областного комитета в Доме культуры имени Ленина, Сталинского района в городе Грозном. Кроме членов пленума присутствовали персонально приглашенные ответственные работники города и районов.
Вот на этом пленуме Шкирятов самолично и распутал клубок. Шкирятов дал приказ об аресте всех чеченцев и ингушей, являющихся членами Чечено-Ингушского областного комитета. Они были арестованы тут же в зале пленума. Потом приказ Шкирятова был распространен и на всех чечено-ингушских работников, от председателя республиканского правительства до председателя сельсовета. Таким образом, в течение октября-ноября были арестованы председатель правительства республики Горчханов, заместитель председателя правительства республики Саламов, второй секретарь областного комитета партии Вахаев, заведующий культпромом областного комитета ВКПБ Мамакаев, заведующий орготделом областного комитета ВКПБ Куриев, народный комиссар земледелия Мальсагов, народный комиссар здравоохранения Казалиев, народный комиссар местной промышленности Ужахов, народный комиссар финансов Гойгов, народный комиссар просвещения Акуев, председатель Верховного суда Ханиев, прокурор республики Мехтиев, председатель плановой комиссии Исламов, председатель Чечено-Ингушской республики ЦИК Альтемиров, начальник управления дороги Тучаев, начальник Республиканского союза кооперации Сапаров, управляющий техническим снабжением Грознефти Курбанов, управляющий разведочной конторой Грознефти Арсанукаев, директор научно-исследовательского института Арсанов, председатель Республиканского радиокомитета Айсханов, председатель Союза советских писателей Бадуев, ответственный редактор газеты «Ленинский путь» Арсанукаев, директор Национального театра Яхматов, директор Государственного музея Шерипов, директор филармонии композиторов Мепурнов, председатель коллегии защитников Шерипов, директор водоканал Треста Шатаев, ответственный секретарь исполкома Республики Межидов, управляющий торговлей Эйдеханов, управляющий банком Чекуев, начальник управления Загадзерна Арсанукаев, автор фундаментальной научной грамматики чеченского языка профессор Яндаров, доценты Мальсагов, Мациев, виднейшие писатели Нажаев, Сальмурзаев, Тудаев и другие, секретари районных комитетов партии Шагиреев, Бактемиров, Эдиев, Плиев, Азиев, Ханиев, Гугаев, Казалиев, Гугаев, Акуев, Сальмурзаев, Джабраилов, Виджиев, Умаров, Чапанов, Эльдарханов, Джафаров, Гамурзиев, Зармаев, Мунаев и другие. Арестованы были также председатели районных исполнительных комитетов. Чечено-Ингушской республики было до 28 районов. Почти все председатели сельских советов, колхозов, их партийные организаторы. Вместе с ними в порядке ликвидации буржуазно-националистического охвостия были арестованы все чиновники всех республиканских, городских, районных и сельских учреждений. Общую психологию ареста весьма ярко передал начальник Гудермесского района НКВД Гридасов, когда ему один из его не совсем опытных сотрудников задал недоуменный вопрос: «Как арестовывать человека, если на него у нас нет никакого материала?» Начальник ответил: «Материал всегда найдется, лишь бы на нем была кавказская шапка». Кстати, из всех 23 начальников районных НКВД только один был чеченец – Гайтиев. И тот был арестован в эту кампанию. Вместе с работниками республики были арестованы и те из чеченцев и ингушей, которые давно находились вне Чечено-Ингушетии. Такаев, член ЦК Азербайджанской компартии, Ашаев, директор Северо-Кавказского горского педагогического института, Амаров, инструктор Северо-Кавказского района ВКПБ, Авторханов, преподаватель Московского государственного педагогического института имени Бубнова, Идрис Зязиков, еще не отбывший свое старое наказание, и другие. Аресты продолжались до ноября 1938 года. К этому времени Чечено-Ингушская республика была окончательно очищена от врагов народа. В течение 3 лет чекистские исследователи создавали дело буржуазно-националистической, контрреволюционно-повстанческой, бухаринско-троцкистской, террористической, шпионской, антисоветской вредительской организации. Буквально так гласила многоэтажная формула обвинения для головки арестованных. В эту головку, названную чекистами буржуазно-националистическим центром Чечено-Ингушетии, входило 137 человек, бывших ответственных работников республики. В переводе на уголовный язык вышеуказанная формула обвинения гласила для каждого члена центра статью 58 пункт 1а «Измена Родины», 2. Подготовка вооруженного восстания, 7. Вредительство, 8. Террористические атаки, 9. Диверсии, 10. Антисоветская агитация, 11.
членство антисоветской организации и 14 саботаж. Такую широкую контрреволюционную деятельность Центр развернул, по мнению обвинения, в тесном союзе с другими националистическими центрами Северного Кавказа – Дагестан, Осетия, Кабардино-Балкария, Карачай, Адыгея, Черкесия, чтобы подготовить провозглашение Северо-Кавказской Федеративной Республики под протекторатом Турции и Англии. Для координации своей деятельности с другими национальными республиками буржуазно-националистические центры Северного Кавказа ходили в Московский межнациональный центр в лице своих ответственных представителей Каркмасов и Самурский от Дагестана, Ашаев, Авторханов и Зязиков от Чечено-Ингушетии, Такаев от Осетии, Курджиев от Карачая. Такова была, по мнению НКВД, и внешняя связь заговорщиков. Партийный состав и образовательный ценз арестованных членов буржуазно-националистического центра был таков. Общее количество 137 человек. Партстаж член ВКПБ до 1917 года 2 человека. Член ВКПБ с 17 по 1921 год 6 человек. Член ВКПБ с 21 по 27 года 39 человек. Член ВКПБ с 27 по 36 года 90 человек. Возраст свыше 40 лет 20 человек. От 30 до 40 лет 35 человек. От 25 до 30 лет 52 человека. От 25 лет 30 человек. Образовательный ценз и его характеристика. Высшее специальное образование 10 человек. Высшее коммунистическое образование 53 человека. Среднее образование 36 человек. Низшее образование 50 человек. Из этой таблицы вытекают следующие выводы. Во-первых, все арестованные члены буржуазно-националистического центра, за исключением 8 человек Ленинской гвардии, принадлежали по своему стажу к сталинской школе. Во-вторых, по своему возрасту подавляющее большинство, их 82 человека, были людьми моложе 30 лет, комсомольский возраст. В-третьих, больше чем 1/3, 52 человека, всех этих буржуазных националистов получили свое воспитание и образование в чисто коммунистических вузах имени Сталина, Высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа, курсы марксизма при ЦК и так далее. Таково было партийное, образовательное и возрастное лицо руководящих кадров республики, обвиненных ныне в буржуазном национализме. Следствие по делу буржуазно-националистического центра продолжалось ровно 3 года. Так как не было возможности судить центр в 137 человек одним судом, то в ходе предварительного следствия центр был разбит на 3 группы. Первая. Советско-партийное руководство: Горчханов, Саламов, Вахаев, Акуев, Тучаев и другие. Второе. Беспартийные группы: культурно-идеологического руководства: Яндаров, Мациев, Авторханов, Мальсагов, Мамакаев и другие. Третья. Террористическая группа: Сапаров, Ермолов, Таубулатов и другие. В эту группу чекисты набрали по логике вещей одну молодежь. Следствие велось при применении обычных для всего СССР методов физических пыток с некоторой добавкой для специфического национального характера. Во время этого следствия до смерти были замучены бывший председатель областного исполнительного комитета Мачукаев, бывший зам культпрома обкома Гисаев, бывший секретарь Ингушского обкома ВКПБ Идрис Зязиков и другие. Не выдержав режима пыток, покончили самоубийством председатель плановой комиссии Республики Исламов, секретарь райкома партии Бектемиров. Путем этой неслыханной инквизиции, названной предварительным следствием, чекисты заставили до 90% членов буржуазно-националистического центра подписывать и даже сочинять искренние признания в преступлениях, которые они, разумеется, не совершали. О фантастичности этих показаний можно судить хотя бы потому, что бывший заместитель правительства Республики Саламов дал следующие искренние собственноручные показания. Для успешного проведения вооруженного восстания в Чечено-Ингушской Республике из Англии через Турцию были получены 50 горных орудий, 1000 пулеметов, 200 тысяч винтовок, 5 миллионов патронов, 10 тысяч снарядов и гранат и так далее. Кроме того, Англия обещала с воздуха поддерживать это восстание. Но так как Саламов указывал и точное место, где это оружие зарыто в горах, то чекисты изрыли все указанные ущелья гор. При этом, конечно, ничего не нашли, но избиение продолжалось с требованием указать подлинного места, где зарыто это оружие. Наконец, когда следствие было закончено и группы центра стали перед военным трибуналом Северо-Кавказского военного округа, то есть
Дошедшие живыми до суда около 120 человек, виновными себя признали только один бывший мулла Ахмад Тучаев. Все остальные в один голос заявили, что все инкриминируемые им преступления – выдумка, и их искренние признания являются ложными и вымышленными от начала до конца. Подсудимые, указывая на шрамы от нанесенных ран, на выбитые зубы, изуродованные части организма, один даже был кастрирован во время допроса, заявили, что свои ложные показания они подписали под влиянием этих физических пыток в надежде, что таким образом будет ускорен день суда или смерти. Все обвинения и доказательства по делу строились исключительно по этим вынужденным личным показаниям. Других вещественных доказательств или свидетельств показаний для обоснования обвинений не было. Поскольку теперь на суде все обвиняемые отказались от своих показаний, кроме одного, то казалось бы, что дело должно быть направлено на доследование, как обычно поступали в таких случаях. Но трибунал, видимо, учел, что тут речь идет не о совершенных или подготавливаемых к совершению преступления, а о людях, которые нежелательны по соображениям высокой политики. Остальном и трибуналу было совершенно ясно, что перед ними сидят люди, единственная вина которой заключается в их национальном происхождении и, может быть, в их чересчур наивной вере в ленинско-сталинскую национальную политику. Трибунал вынес обвинительный приговор первой группе единственно на основании показаний одного подсудимого Тучаева. Саламов, Горчханов и сам Тучаев были приговорены к расстрелу, другие к тюремному заключению от 7 до 25 лет. Но только теперь выяснился секрет признания и Тучаева. Из своей смертной камеры он подал ходатайство о помиловании на имя Калинина. В ходатайстве Тучаев указывал, что он признавался на суде в совершенных преступлениях, так как только в этом случае НКВД обещал освободить членов его семьи, а ему самому сохранить жизнь. Москва заменила расстрел всем троим, снизила сроки наказания другим, а в остальном приговор утвердили. Террористическая группа была вся освобождена тем же военным трибуналом, и дело культурников-идеологов он вообще не принял к производству. В этом случае у НКВД был свой собственный, так сказать, ведомственный суд, особое совещание. Всех сидящих без дел и пропустили через особое совещание. Так были изобретены и ликвидированы буржуазные национал-центры Чечено-Ингушетии. На место ликвидированных национальных работников были назначены пришлые люди, которые не знали ни языка, ни обычая, ни истории уверенного им народа. Даже и та связь, которая существовала между народом и властью через чечено-ингушскую интеллигенцию, была уничтожена с уничтожением этой интеллигенции. Чекисты стали монопольными хозяевами Чечено-Ингушской республики с тем, чтобы ее окончательно ликвидировать через 5 лет.